Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Со всех сторон и каждый день я получаю просьбы о помощи. Все больше и больше страданий животных. Вот, две бедолаги, привязанные в лесу с запиской. Хозяйка умерла, а собак вывезли и привязали к дереву. Видимо, рассчитывали, что недалеко сады, и кто-нибудь услышит голодный лай. Так они просидели 3 дня. Без комментариев. Друзья, это собаки домашние. Одна типа овчарочки средних лет. Она очень умная, знает команды. А вторая молодая, приятная, милая, добрая девчушка. Как вы думаете, оставить их в лесу и не спасать? Или мы сможем им чем-то помочь? В записке, что со словами «хозяйка их умерла», указаны были их имена – Линда и Хальда. А вот кадры от нашей Жени из Краснодарского края. Ну кто может остаться равнодушным к этой девчушке? В любой день жизнь умной, человечной малышки может оборваться. Опасность на каждом шагу. И машины, и живодеры. Мы знаем, как много гибнет там бездомных. Женя называет ее Берта. Подкармливает и каждый раз со страхом высматривает, жива ли. А она ее ждет. Ждет каждый день. А после кормления и короткого общения Берта бросается под колеса и не дает уехать. Плачет. Просится: забери меня. Вот идет дождь, полные миски ей насыпала, она вот смотрит, не дает мне уехать совсем. Дождь поливает, она сидит, мне смотрит машина. Маленький, ну нельзя бежать, маленький, ну нельзя, малыш, иди кушай, иди. Иди, моя девочка, хочешь, чтобы забрали тебя, ты моя рыбка, хочешь, чтобы забрали тебя, да? Моя девочка, моя красавица, ты просишься, да? Ну как забрать всех, моя девочка. Вот так вот все время вот провожаю. Да, ты плачешь, заберите меня, да. Всю неделю шли дожди, но она и в ливень никуда не уходила с места. Она боялась пропустить машину Жени. Она ее ждала. Она каждый день ее ждет. Кукла моя, привет. Чего ты ждешь? Ой-ой-ой, а что ты рассказываешь? Что? Привет. А что? Кушать пойдем кушать. Привет, сладкий. Ты ждала? На. Давай, симпарику, давай, скорее. Вот так вот кушай. А то клещи вчера сняли с кучу с тебя, да? Все? Слопала? Такая маленькая, холёсая, детёнок. Какая красивая. Ой, какая красивая, реснички какие рыженькие. Маленький. Кушать будешь? Да? И прилетели у нас, друзья, 2 котика и кошечка. Двоих, вы помните, их спасли от усыпления, забрали из ветеринарного кабинета. Зеленоглазая красавица и серый котик. У котика проблемы со здоровьем, нужно обследовать. Третий котейка спасен нашей Тамарой. Тамара кошатница, спасла многие десятки кошачьих жизней. Вот эту вот кошечку в прошлый раз держала девочка лет 5 на руках. Следом вышел папа, они сели в машину и поехали. Я сказала, нельзя кошечек так таскать на улице, потому что могут выскочить и собаки напасть, и все что угодно. А теперь этот котик сидел на улице. Я не знаю, кто его с подъезда выпустил, или каким образом он оказался на улице. Но этого котика я четко видела, что девочка держала на руках. То есть это чья-то хозяйская кошка. И что, за ненадобностью выбросили на улицу, получается?
Черный котик был домашним, жил в семье, но вот выбросили за ненадобностью. Как можно было мимо него пройти и не спасти? Его позвали домой, в квартиру, позвала Тамара, и он за ней пошел, побежал с радостью. Как можно было его, домашнего, не забрать? И вот он тоже прилетел. Так, приехали у нас малыши-карандаши. Вот в таком составике. Ну что, сладкий, что? Ты как похожа на Харлея. Ой, какие мокрышки. Сейчас будем менять пеленки. Ну, ой, какой мокрышка. Боже, боже. Ой, ты мой золотой. Хороший, хорошенький зайчик. Ой, какая девочка, Лиженька хорошая. А ты Лешик. Вот ты какой Лешик. Он какой Лешик. Приятно все-таки, да? Сидишь в моче, но тебе приятно. Пеленки давай менять. Давай менять пеленки. Ты что, криволапый, что ли? Ой, какой ты хорошка. Золотой ребенок, золотой. Сейчас покормим. Пеленочки поменяем. Все. Давайте действовать, дети. Вот какой зайчик. Сейчас пока посиди, пеленочку поменяла, сейчас покормлю тебя. Ладно, все, покажала тебя. Драгоценная. Покормила. Роман волнуется за вас. Да, сейчас, мои золотые. Вкусненько очень. Очень вкусно. Серому, наверное, лучше размоченный корм. Но там будете натуралочку кушать, мягонькую. И консервочки. Вот, да. Вот какие мы хорошки. Вот мы какие хорошки. Да? Молодцы. Молодцы, девчонки, мальчишки. Серенького зовут Леша. А та девочка, по-моему, Лизонька. Вот они как кушают. Как сладкие, голодные дети. А ты почему не хочешь? Ты мускулистый, похож на Харлея? Я знаю про тебя все. Ты очень активный, веселый, добрый, со всеми дружишь. Молодец. Кушай, пожалуйста. Ну, пока по дорожке скушай. Ну, пожалуйста. Вот. Котик Лешик. Может быть, ему 7, может, 8 годиков. Может быть, он ел кирпичи, может быть, он ел крысиков. Вот. Скелет. Скелетик, да? Ну, все. Ты покушал уже же, морил, червячка. Давай, с Лиженькой. Кс-кс-кс-кс. Друзья, денег на спасение не хватает. Долги растут. И пройти мимо значит подписать смертный приговор этим несчастным. Несчастным по вине людей. Да, мы с вами спасаем каплю в море страданий. Но и эта капля дорогого стоит. Помогайте, друзья, я прошу вас, помогайте им. Не так много мы сейчас спасаем. Точечно, иногда. Но и им нужна наша поддержка, наша помощь. И, конечно же, надо это все оплачивать. Помогайте, пожалуйста, я вас очень прошу.